Проблема водоснабжения жителей муниципия Камрат была одной из самых важных за все времена существования гагаузской автономии. Во всех предвыборных кампаниях кандидаты в примары только и говорили о том, что надо эту проблему решить. По-разному подходили к этому вопросу, уже будучи градоначальниками чиновники. Однако цены на воду с каждым годом становились все выше и выше. Разрешить эту проблему оказалось очень просто. С первого дня, когда я стал примаром, я первый проверил экономическую часть Суканала. Доходную, расходную, из-за чего потери. То есть и потери оказались не прямо, что трубы текут, а потери оказались это хищение. Потому что хищение у нас занимается вся страна хищением, начиная с низших слоев и доходя до верхних слоев. Они все у нас, к сожалению, занимаются хищением. Поэтому сегодня, когда мы говорим слово хищение и вода сегодня воруется, то есть мы обворовываем в первую очередь бабушек, дедушек. Главное в работе Суканала – правильное управление предприятием и строгий контроль, подчеркнул в своем интервью мэр Камрата. Об этом же сегодня говорит и руководитель предприятия Вера Гагауз, которая отмечает, что Суканалу города Камрат удалось сократить потери воды на 20%. Что это дало предприятию? Во-первых, мы согласно постановлению правительства, мы с 1 мая подняли заработную плату людям. К концу года, благодаря всей положительной работе в этом году, мы выдали всем по одному минимальному окладу премию, всем работникам коллектива. В течение года за счет собственных средств мы поменяли 1750 метров труб только на водопроводе. Поменяли Котовского 150 метров, поменяли Гаврилова 130 метров, поменяли Шевченко-Гаврилова 50 метров. Благодаря сокращению всех этих потерь и увеличению доходов предприятия мы приобрели новую технику. Мы приобрели МТЗ-82 трактор, мы приобрели к этому трактору новый прицеп и, соответственно, мы к этому трактору приобрели лопату. Сегодня мы оказываем услуги, прочие услуги примарии. Мы уже 4 дня чистим снег по городу благодаря этому трактору. Соответственно, что мы будем иметь дополнительные доходы и дополнительные положительные тенденции. Кроме всего, муниципальному совету города Камрат в течение этого года удалось своим решением снизить тарифы на воду как для населения, так и для юридических лиц. Председатель совета считает, что еще можно снизить тарифы на воду, так как это местный ресурс. Все от нас зависит. Мы можем дойти и на 14, на 13 и на 12 лей по воде. А канализация, я считаю, 70% должна быть лей 8-9. Мы добываем на месте воду, не экспортируем ее, не импортируем ее с-за границы. Поэтому сегодня воду можно довести до цены. Только надо прекратить воровство и сделать порядок. Вот эти вот трассы, когда все поменяются. И я считаю, что даже 35 это много. 15 максимум процентов должно быть у нас потерь. Таким образом, совместными усилиями примарии муниципия Камрат, советниками города и руководителем муниципального предприятия Суканал удалось реанимировать предприятие, считавшееся до 2016 года уже банкротом, выйти к концу года с прибылями, вовремя оплатить сотрудникам зарплату и премиальные к концу года и со спокойной душой снизить тарифы для населения и экономических агентов на воду. Но это еще не предел, отметили советники. Предприятие только за последний 2016 год показало такие хорошие результаты, а в будущем году возможны еще лучшие показатели. И это даст возможность еще снизить тарифы на воду в Камрате.